Известно, что в скором времени пройдут исследования Роспотребнадзора совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья на проверку качества спиннеров. Но уже сейчас есть информация, что такие игрушки, изготовленные из дешевого некачественного материала, могут не отвечать обязательным требованиям производства, а значит быть опасными для здоровья. Хотя, если окунаться в предысторию, спиннеры были созданы, чтобы помочь, а не навредить. Спиннер создала жительница США Кэтрин Хеттигер, которая решила помочь дочери справиться с редкой формой мышечной утомляемости и тем самым помогла дочери. Но то были домашние сподручные средства, не причиняющие вреда здоровью. Но как же дело обстоит с заводскими спиннерами? Однозначно на сегодняшний день невозможно сказать, что причиняет она конкретно какой-то вред здоровью или является полезной игрушкой. До конца еще никто не изучил и, в принципе, не изучали этот вопрос. На сегодняшний день по официальным источникам Роспотребнадзор ввиду тревоги родительского, педагогического сообщества будут исследовать влияние спиннера на здоровье ребенка, на здоровье подростков, в том числе будут исследоваться возможные его негативные влияния. Изначально спиннеры получали массу одобрительных отзывов от психологов и журналистов, которые перечисляли такие положительные стороны, как избавление от чувства тревоги, повышение концентрации внимания, развитие мелкой моторики рук и замена вредным привычкам. Предполагалось, что данная игрушка будет использоваться в редкие моменты, а не станет заменой хобби и учебе. Если взрослые еще могут контролировать себя, то дети порой не на шутку заигрываются. Но ведь именно они являются главными потребителями. Прослеживается ли динамика с Нового года? Увеличились продажи или, наоборот, уменьшились? С Нового года динамика уменьшилась, получается. Но вначале все покупали, был такой ажиотаж на эти спиннеры. Мы видим, что на вашем прилавке такое разнообразие спиннеров, а они вообще чем-то отличаются друг от друга? Да, они отличаются, некоторые металлические, есть светящиеся, есть разные формы долларов, пятигранные, еще какие-то. А какие больше всего пользуются спросом у детей? В основном стандартные, но и светящиеся, конечно. У тебя есть спиннер, и скажи, как долго ты в него играешь? Я, месяца 2. Тебе нравится? Да. Почему? Может, тебя это успокаивает или еще какие-то? Иногда обижен, когда просто покрутишь, проходит все. Как он появился, начали играть. Я тоже. А что вас привлекло в нем? Ведь сейчас очень много разных игрушек. Почему именно спиннер? Что он крутится, и у него есть спиннеры пятерные, шестерные, двойные, тройные, разные. Да, ты даже знаешь виды. То, что они развивают моторику пальцев. Кира, скажи, пожалуйста, тебе нравится такая игрушка, как спиннер? Не очень. А почему тебе она не нравится? Потому что он похож на вертушку. И с ней не интересно играть тебе? Нет. Сейчас подобный ажиотаж заинтересовал не только сотрудников Роспотребнадзора, но и психологов города. Безусловно, еще никто не берется с точностью утверждать, что спиннеры вредны или же наоборот полезны. И если в нашем городе не происходили случаи, связанные с причинением вреда здоровью этой игрушкой, то в интернете можно найти целый ряд таких реальных историй. Тем не менее, пока исследования не подтвердили опасность и не запретили продажу спиннеров, все высказывают свое мнение на этот счет, основываясь на профессиональных знаниях или собственном опыте. Бешеная популярность на спиннеров среди школьников и подростков вызвала тревогу у родителей и преподавателей. Излишнее увлечение спиннерами отрицательно сказывается на успеваемости и поведении детей и подростков. Дети просто не знают точно, для чего нужны спиннеры и не дозируют их применение, а напротив, все время и внимание переключает на них. Хотела бы посоветовать родителям обращать внимание на то, если ребенок часто использует спиннер, это может значить, что внутри него есть огромные переживания и тревога. В этом случае важно поговорить с ним. Только с нашей помощью они могут разобраться в том, что происходит. От понимания уровень тревоги снижается. Мода, безусловно, имеет срок годности. Она не постоянна, как и сезонные тренды. Так и массовое увлечение спиннерами продлится еще какое-то время, а потом внимание молодежи привлечет новый тренд. А нам остается только гадать, что в скором будущем впечатлит молодых людей. Оксана Старовойтова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.